Российско-абхазская граница далеко не решето. Попытаешься провести несколько килограммов меда или кружочков сыра, считай, что ты контрабандист. А вот наркотики идут и идут в Абхазию. Давайте обсудим странную тягу к наркотикам в нашем обществе и наши возможности противостоять ей. Здравствуйте. Позвольте мне представить наших гостей, с которыми я буду обсуждать очень важную, злободневную, актуальную проблему. Астамур Пачали, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики. Даур Амичба, начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. Ирма Ануа, главврач Республиканского наркологического диспансера. Нахар Лагвилава, начальник отделения СКБ Республики Абхазия. Проблема распространения наркотиков, оборота наркотиков является острой во всем мире. Но я думаю, что и острота тоже бывает разной. Хочу спросить, насколько плоха ситуация с наркооборотом или наркоситуация в нашей стране? И какие важные тенденции в связи с наркоситуацией в Абхазии вы, как специалисты, как люди, постоянно занимаются этой проблемой, замечаете? Насколько плоха ситуация, наркоситуация в Абхазии? Что касается со стороны позиции Министерства внутренних дел, я могу сказать одно, что ситуация действительно очень тяжелая. Мы наблюдаем тенденцию, где наркоманы, так сказать, молодеют, что мы уже видим, что в школах это уже выпускные классы, уже первый раз пробуют наркотики. Это в основном это легкие наркотики, так сказать, каннабис и психотропные препараты, такие как пригабалин, нейрантин, лирику. То есть это то, что они пробуют вначале. Ну, для того, чтобы сказать, что ситуация плохая, есть вот какая-то статистика, какой-то материал, на который вы опираетесь? Статистики таковой МВД не ведет. Что касается тенденций, конечно, просто это наши наблюдения, это наш анализ. Вот одну из тенденций вы уже отметили. Наркомания молодеет. Это тенденция, понятно, страшная, серьезная. То есть, если элементарно сейчас сказать, что в прошлом году было лучше, чем в этом году, наверное, будет неправильно. Просто есть определенная тенденция, где мы наблюдаем, что наркоманов становится больше. Вот так вот я могу сказать. Если говорить вот так об общей ситуации, оценивать ее, вот что думает представитель СКБ по этому поводу? Служба государственной безопасности постоянно мониторит наркоситуацию в стране и в ближайших регионах. На самом деле особое внимание привлекает то, что ситуация в ближайших регионах ничем не отличается от Абхазии, на самом деле, если говорить откровенно. Данная ситуация, она как бы развивается из-за многих факторов, которые мы сейчас, я думаю, в дальнейшем будем более детально, может быть, даже разбирать. Такие наблюдения, да, вот здесь вот вы упоминали о том, что ведется ли какая-то, да, там статистика и так далее. На самом деле это тоже одна из главных проблем и причин улучшения, ну так скажем, если можно так выразиться, наркоситуации, так как нету анализа достойного и достаточного для того, чтобы потом в дальнейшем, в последующем на основе этих данных выполнять какие-то там планы мероприятий, которые способствуют борьбе не только развитию наркомании, но и уже с борьбы конкретно с незаконным оборотом. И в этой части, конечно же, необходимо принимать меры. Ну, например, сейчас, если я могу даже вот привести пример, в этом году с Астамуром Руфетовичем проводится достаточно активная работа в этом плане. Проводились ряд мероприятий. Были мероприятия непосредственно по направлению ввоза. Свыше 10, если я сейчас могу ошибаться. Но об этом мы вот попозже, да, если можно, попозже. да, более подробно скажем. Конечно. А сейчас вот вы говорили о ситуации. Хотелось бы услышать мнение прокуратуры тоже. Вот опять же повторяю свой вопрос. Насколько плоха ситуация? Ну, прокуратура генеральная судит по тому, сколько мы дел расследуем, сколько дел мы направляем в суд и сколько на выходе получаем приговоров.
Уже вот на протяжении порядка 10 лет у нас абсолютно одинаковая примерно тенденция, что преобладающее число рассмотренных и возбужденных дел это связано с незаконным оборотом наркотиков. В среднем по Абхазии у нас порядка 10-11 судов рассматривается от 300 до 450 уголовных дел, в зависимости от, варьирует, и всегда в среднем треть из этих уголовных дел это дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, это дела, связанные с хранением без цели сбыта, с целью сбыта, с ввозом. Сбыт и ввоза не меньше, но очень большое количество людей связано с незаконным хранением наркотиков при себе. Огромное количество материалов связаны с административным судопроизводством. Это когда сотрудники милиции задерживают лиц молодого возраста. Мы ведем статистику. У нас есть и 17-летние, и 15-летние, и дети, и, к сожалению, девушки, и женщины попадались в рамках административного судопроизводства под наркотическим опьянением. Это как и приезжие, так, к сожалению, и местные жители. В связи с этим ситуация крайне тяжелая, и, к сожалению, из года в год она переходит, и так как это еще и медицинские какие-то показания, человек привыкает к этому, и, ну, грубо говоря, у него начинаются ломки, если он пытается с этого это делать перестать. Поэтому у каждого своя сила воли, и не каждый способен это преобладать. И люди зачастую, даже находясь на грани нищеты, продают личные вещи, продают какие-то предметы быта, для того, чтобы, игнорируя абсолютно все. У меня был личный случай, когда жена дала мужу там деньги на обувь, а он пошел и купил траву. Соответственно, люди становятся эгоистами, и потому что именно физическая воля слаба у человека, и они тянутся к этому. Ситуация очень сложная, и необходимо находить какие-то пути к выходу. В первую очередь пресечь хотя бы поступление в Абхазию тяжелых наркотиков. К сожалению, у нас это очень ниже среднего уровня. К сожалению, у нас наркотики переходят в больших количествах. В последнее время мы увидели, если раньше было, то мелкие партии, там, в пределах 10-20 грамм, сейчас у нас до полукилограмма. Иногда задерживают. Спасибо. Мы вернемся к этому вопросу, и вообще это будет нашим основным вопросом сегодня. Сейчас хочу спросить у Елены Константиновны. То же самое. Понятно, правоохранительные органы, они решают одни задачи, хотя, в принципе, может быть, вы в одной отрасли работаете, можно сказать, так складывается ситуация, а доктора занимаются, конечно, другими задачами. Вот как вы оцениваете ситуацию, которую мы имеем вот последние годы? Ну, диспансер существует с 2000 года, и с того времени мы ведем статистику, и вот последние, там, наверное, правда, 5-6 лет практически статистические данные сильно не меняются, они как бы одинаковые. Нету такого или большого взлета, или большого падения, каких-то резких таких вот перемен в статистике у нас нет. Но какая замечается тенденция все-таки? Это мы делаем, значит, опираясь на что? На обращаемость людей. И вот из этого исходит наша статистика, и доставляя, и тех, которых доставляют сотрудники милиции тоже. Значит, в основном что за тенденция, какие особенности, скажем так, последних лет? То, что молодеет, конечно. И в основном это омолаживание начинается не с употребления сразу тяжелых наркотиков, а с употребления препаратов, которые продаются в аптеке. И порой даже эти препараты не то, что они нелегально продаются, нет, они совершенно спокойно и легально продаются. В аптеках эти препараты, более того, не входят ни в какие списки запрещенных, но ими злоупотребляют подростки. Вот. И чаще всего злоупотребление этими препаратами легко доступными в дальнейшем приводит к пробе еще более серьезных препаратов. И со временем, как растет человек, так и спектр веществ, которыми он экспериментирует, конечно, увеличивается. И плюс еще вот эта современная тенденция, то есть закладки, покупка по интернету, это все тоже изменила ситуацию, и более молодым людям стали доступны наркотики. Вот закуп, скажем так, облегчился за счет интернета и вот, ну, современных таких технологий. У меня
меня есть к вам несколько вопросов, и один из вопросов, мне казалось, что этот вопрос будет неожиданным, но после того, как вот Нахар сказал о том, что вот анализ необходим, анализ, который позволит планировать по-другому работу, искать какие-то новые методы, может быть, работы, вот, в осуществлении каких-то спецопераций, еще чего-то. Поэтому накопление материала, изучение материала очень важно. Я не знаю ничего такого, что говорило бы о том, что вообще в Абхазии, несмотря на то, что наркомания является проблемой очень злободневной, очень опасной, вообще угрожающей даже для существования нашего государства, да, нашего народа, чтобы научные исследования какие-то проводились, да, и у нас под рукой были бы исследования, которые могли бы помочь и правоохранительным органам, и докторам, врачам, которые занимаются проблемой наркомании, наркоманами, их лечением, еще чем-то, профилактикой и так далее. Таких работ я не знаю. Но интересно, кто-нибудь специальные исследования проводит в этой области? К сожалению, нет такого специального исследования, и на самом деле это было бы очень полезно и важно, если бы было поручено или, может, университету или какой-то там организации провести такое исследование, чтобы мы знали, какой коэффициент, что, вот у нас выводят коэффициент, по которому потом уже определяется приблизительное количество людей зависимых. То есть мы до единицы точно посчитать не сможем, но мы сможем уже хотя бы приблизительно процент знать населения, которое имеет зависимость от тех или иных психоактивных веществ. Так что, конечно, это такое исследование не проводилось, оно проводится во многих странах, есть специальные методики разработаны, как это проводится, и я уверена, что специалисты знают, как это делать, просто как-то, наверное, нужно кого-то озадачить, чтобы это исследование было проведено. Мы же говорим, что наркомания – проблема медико-социальная. Да. Медико-социальная. Я понимаю, что с медицинской стороны или этот аспект медицинский изучает огромное количество людей, это происходит в России, в мире и так далее. Есть что опереться, скажем, да, вот, и что касается и методов лечения, реабилитации и так далее, много чего можно найти. В принципе, мы можем нечто готовое в этом плане получить. Но вот что касается вот социальной стороны вопроса, мне кажется, что очень было бы хорошо, вот вы говорили об университете, у нас, кстати говоря, насколько я помню, есть кафедра политологии, социологии, они вместе. Наши социологи, если они были бы озадачены, они могли бы проводить очень важную, очень нужную работу. И, в принципе, вот вы знаете, вот буквально на днях у нас был прямой эфир по поводу как раз-таки проблем абхазского языка. Я, правда, не ожидала, что что-то такое очень новое теперь я услышу, потому что мы вечно об этом говорим, и продвижения такого как бы серьезного нет. Но почему я сейчас это вспомнила, вам скажу. Один из наших экспертов, который участвовал в этой передаче, вот она, значит, из фонда имени Баграта Шинкуба, да, предоставила очень интересный статистический материал. Они исследовали детские сады, школы, абхазские, неабхазские, различные возрастные категории и так далее на предмет знания абхазского языка. Хорошее знание, плохое знание, слабое знание и так далее. И они представили такую картину, правда, очень пессимистичную, но тем не менее мы реально знаем. Вот чтобы мы не обманывали себя, это очень важно. Мне кажется, что и здесь тоже нужен научный подход, но, к великому сожалению, получается, что у нас пока такое девственное поле, в этом вопросе разбираемся. Ну, вот так вот, вернее, наверное, чужой опыт мы пытаемся распространить на нашу ситуацию. Спасибо за честный ответ. И дальше вот хотелось бы вот у вас спросить, вообще в вашем диспансере вот накапливается какая-то статистика, вы сами вот как специалист, вам же это должно быть еще и интересно, и нужно, и еще хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Я, озвучивая тему, сказала слова, наверное, не очень простые, о том, что вот как будто какая-то странная тяга, вот, да, вот, может, это прозвучит грубо, и многие на меня обидятся, но какая-то странная тяга у значительной части нашей абхазской молодежи
вот к наркотикам, к наркомании. Почему? Цифры я не знаю, честно говоря. Я не знаю цифры, я не знаю возрастные категории и так далее. И я не знаю расклад по национальному признаку. Но когда вокруг ты видишь этот наркоман, тот наркоман, третий наркоман, везде, ты смотришь, что они все абхазы. И я начинаю думать о том, что как будто бы, может, я заблуждаюсь, какой-то преимущественная вовлеченность именно абхазской молодежи в наркоупотребление. Либо я ошибаюсь. Субъективно у меня тоже такое ощущение создается. Но опять-таки это наши ощущения. Но так картина так, она и выглядит на самом деле, что преимущественно абхазская молодежь как-то вовлечена в эту проблему. Все-таки, когда большое предложение наркотика, знаете, вот есть, спрос тоже на него начинает расти. Ну, это как бы вроде и взаимосвязано, когда есть спрос, и предложение возрастает. Ну и когда предложение есть большое, и спрос начинает возрастать. Все-таки я думаю, что вот это вот именно распространение вот этих таблетированных форм различных препаратов, оно подтолкнуло вот это вот развитие наркомании. Потому что многие уже, которые инъекционные наркоманы, они практически все начинают с таблеток и с легких наркотиков. И дальше уже переходят на более тяжелые наркотики. Ну, из наших данных, да, больше абхазского населения. Из тех вот маленьких данных, которые есть в наркодиспансере. На вашем управлении и на СГБ, конечно, лежит самая большая ответственность в этом вопросе, в решении этой проблемы. Вот в последнее время к нам поступает официальная информация, очень, так скажем, регулярно о том, что провели там, скажем, спецоперацию, перекрыли наркоканал или наркотрафик. Вот мне интересно, Астамур, вот когда вы возглавили УКОН, да, управление, да, вы пошли, вот как? Вы продолжили работу, которая была, и используя методы, которые были, или раз уж сейчас какая-то наблюдается тенденция более успешная, я не преувеличивать не хочу, но в то же время факты говорят об этом, или какие-то новые методы, а может нет никаких новых способов и методов противостояния наркообороту, а вот есть какой-то энтузиазм, потому что когда молодой чиновник начинает работать, он хочет очень проявить себя, показать, насколько он честный, умеет работать и так далее. С моим приходом, так сказать, 80% мы полностью омолодили управление. То есть мы взяли на работу окончившие Академию Российской Федерации наших молодых специалистов, да. Взяли, да, и стали ставить другие задачи. Наверное, мне реально сложно сейчас это обсуждать. Стали задачи ставить совершенно другие. Молодые на энтузиазме, в том числе наши молодые сотрудники, наверное, готовы сделать больше. Я об энтузиазме еще говорю, почему. Вот ваши ресурсы управления, ресурсы они не как-то изменились. Не изменились. Ага. У нас возможности те же, ничего не изменилось, ни технически, никак ничего не изменилось. Просто, наверное, появилось больше желаний что-то сделать, что-то изменить в этой сфере, так как мы слышим и видим, сколько негатива в этом направлении было до нас, сколько говорили плохого. То есть здесь был выход один: поменять весь личный состав и начать с нуля. И я думаю, что у нас получилось. Сейчас говорить, конечно, сложно, но те объемы, те спецоперации, как вы выразились, говорит о том, что что-то мы все-таки исправили, где-то мы смогли изменить ситуацию. Но говорить на долгосрочно, конечно, сложно. Это все время покажет. Ну, самые большие трудности какие, вот, которые встречаются вам вот в этой работе? Большие трудности у нас, как наша общественность, хоть и порицает, хоть и ругает милицию, но никогда нам не помогают. Нам элементарно, вот Нахар не даст соврать, мы элементарно, задержав того или иного наркоторговца, мы понятых не можем найти. Вот даже вот в этом они нам не помогают. Хотя
их спросишь, мы видим, читаем комментарии, видим, их расстреливать надо, убивать надо, они что угодно, но понятым подписаться под актом они не хотят. То есть вот такая помощь от общественности. Конечно, мы хотели... То есть нет поддержки, никакой вы считаете, поддержки, со стороны нет, общественности? Нет, да. Наоборот, бывает такое, что те или иные попадаются, не всегда же попадаются граждане России, попадаются и граждане Абхазии, которые осуществляют, занимаются сбытом наркотиков. Начинается вплоть до того, что они начинают собираться, родственников искать, вот вы нашего сына ни за что посадили. У нас мы не то, что ни за что, мы порой с фактами человека закрепить сложно, а здесь без фактов, без каких-то прямых доказательств осудить человека, наверное, будет еще сложнее. Наверное, в этой работе очень важно взаимодействие, да? УКОНа, значит, СГБ и прокуратуры, смею сказать, да? Вот о взаимодействии что вы можете сказать? Ну, я могу сказать, что опять-таки, за предыдущие года мне сложно судить, но в данный момент, сейчас, прошлый год, да, в этом году у нас порядка больше 10 уголовных дел, которые мы совместно осуществили, совместно пресекли. Это много дел по сбыту, по ввозу наркотиков. То есть я могу сказать, что с СГБ у нас очень хорошие взаимоотношения. Что касается прокуратуры, могу то же самое добавить, что мы всегда обращаемся в прокуратуру, обращаемся за советом, за помощью, и нам никогда в этом никто не отказывал. Вот о взаимодействии вашем я хотела, чтобы Нахар высказался, пожалуйста. Широкая общественность наверняка знает, что Астамур Руфетович выходец из службы государственной безопасности, где мы имели честь вместе служить. И на сегодняшний момент обстоятельства складываются так, что руководители наших ведомств, они тоже знакомы не по долгу службы только, а и ранее также они работали, да, служили в службе госбезопасности. И поэтому руководитель МВД, да, Дмитрий Сергеевич, прекрасно понимает возможности СГБ. Сегодня он уже дал оценку возможностям МВД. И, значит, они вместе с председателем Робертом Витальевичем дали нам, так сказать, толчок к тому, чтобы мы не занимались дублированием. Ну, даже в данной ситуации, наверное, мы бы дублировали подразделение УКОН, так как мы тоже занимаемся, да, и профильные подразделения занимаются борьбой с незаконным оборотом наркотиков. И в этой части мы как бы запланировали ряд мероприятий, которые успешно были нами реализованы совместно. В этой связи Астамур уже отметил, да, более 10 мероприятий, который на самом деле, да, вот он отмечал, не всегда легко проводить, то есть задержание, а перед этим надо разработать, да, если это касается группы лиц, это еще усложняется задача. И бороться с незаконным оборотом силами исключительно, значит, УКОНа либо СГБ это невозможно, потому что исключать здесь методы конспирации, то есть не получается. И в этой части мы опираемся на население, потому что зачастую, сейчас вот Астамур наверняка это подтвердит, бывают случаи, когда до нас, можно сказать, доходит информация о том, что в том или ином месте был замечен или задержан, затем отпущен гражданскими лицами тот или иной сбытчик. То есть люди вместо того, чтобы обратиться в профильные органы, в органы МВД или СГБ, они начинают какие-то свои мероприятия проводить, да, там, и до нас доходит это позже. И не всегда люди идут на контакт. Также Астамур отметил, что проблема с понятыми на самом деле самая проблема актуальная. То есть, когда особенно хочу вот подметить, когда проводится комплекс оперативных действий, значит, в этой части необходимо, чтобы граждане, да, привлеченные на добровольной основе, находились с оперативными подразделениями достаточно большой промежуток времени, сутки, двое, то есть несколько этапов, которые они должны непосредственно наблюдать. И в этой части люди не всегда соглашаются. А без их согласия проводить какие-либо оперативно-розыскные мероприятия, ну, это значит, документация будет вся, не найдет никакой на дальнейшей, да, вот с прокуратурой, наверное, наверняка тоже подтвердят, никакой реализации дальнейшей. И в этом тоже состоит большая проблема.
В плане взаимодействия у нас проблем нету. Я надеюсь, что мы в дальнейшем покажем большие результаты. Ну вот, если говорить о взаимодействии, вот в самом начале я сделал такую заявку, что российско-абхазская граница — это не решето. В то же время получается, что наркотики преодолевают эту границу и идут к нам, и идут. Да. Скажите, вот, ну странно, опять же повторяюсь, что-то провести через границу и так далее. Я помню, там сигаретами кого-то обязательно остановят, и потом начинаются все вот эти проблемы, потому что на самом деле нарушать правила, которые существуют, на границе нельзя. Да, и какие-то продукты, которые нельзя провозить и так далее, вот с этим вроде бы обязательно поймают, обязательно накажут и так далее. А почему вот так плохо вот с наркотиками, почему? Вот, потому что, в общем-то, я почему говорю о российско-абхазской границе, потому что, насколько я знаю, на восточной границе на этом этапе ничего такого не происходит, да? Ну, вот по моей информации. Да, вы все верно говорите. На самом деле, со стороны, так скажем, наших восточных соседей, оборот наркотиков в этой части, он минимален. То есть, возможно, раз в год какой-то частный случай. То есть, ну, по крайней мере, на наш опыт мы такого не наблюдаем. Что касается Российской Федерации, да, действительно, мы можем отметить, что основной поток наркотиков поступает именно оттуда. Ну, а возможности сотрудничать вместе, взаимодействовать, да, для выявления? Есть определенные каналы, наши отделы по международной связи. Всегда мы, конечно же, в активной переписке находимся, в активном контакте, но, к сожалению, есть определенные барьеры, они больше, можно так сказать, бюрократические, которые, несвоевременность информации, она здесь нам не помогает. В этом плане у нас ведется работа, чтобы ускорить весь этот процесс. Что касается, я хотел бы отметить, в частности, самой границы, положение на границе, я думаю, что население и все мы прекрасно понимаем, как там обстоят дела. И, в принципе, мировая практика еще не найдена, да, чтобы стопроцентно можно было бы ограничить поток наркотиков в больших, в малых количествах. Разницы нету. Тем более с учетом того, что наркотики завозятся с особой конспирацией. Отсутствуют службы необходимые, на мой взгляд, кинологические, например. Вот мы со Стамуром сейчас не откроем секрет, планируем проводить определенного рода рейды на границе с привлечением кинологических служб. У нас их несколько, и Астамур имеет уже определенный опыт в этом деле. Он уже как бы инициировал такого рода мероприятия. И вот, может быть, на таком этапе мы сможем профилактировать на месте, то есть ввоз. Вот я хотела бы сейчас обратиться к Дауру Федоровичу. Вот давно, кстати говоря, вот работали с законодательством в этой сфере. Я помню еще вот в мое время, скажем, в парламенте, когда я работала, вот мы тогда очень активно занимались проблемами наркомании, наркораспространения и так далее. И вот мы, помню, тогда первый раз даже озвучили необходимость введения, скажем, пожизненного лишения свободы. И нам было очень тяжело, но тогда озвучивала это я, и я помню большую часть, скажем, своего электората даже я настроила против себя. Тогда тоже были внесены изменения, но к пожизненному вернулись позже, да, и вот о законодательстве, если можно, для наших зрителей, да и для нас тоже. Вот вы можете рассказать, какое у нас законодательство с той позиции, насколько оно позволяет противостоять наркообороту незаконному, наркораспространению, наркомании в целом? Ну, наверное, ни одна глава в Уголовном кодексе не подвергалась так часто изменениям, как глава, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Парламентские сборы, в отличие от каждый созыв, который каждый раз менял так или иначе эту статью. Она увеличивалась, сроки, делались под одну гребенку, брали избыт и хранение. Было у нас такой период, когда вне зависимости от размера, вне зависимости от цели были крупные сроки. Затем от этого отошли. Уже вот, если говорить о последних годах, в апреле 2019 года были внесены серьезные изменения.
в законодательство. Дело в том, что и до этого в Уголовном кодексе была смертная казнь и пожизненное лишение свободы за ввоз и распространение. Но данный Уголовный кодекс, он имел противоречие с Уголовно-процессуальным кодексом, где за данную категорию не было вписано, что за эту категорию возможна смертную казнь. И вот этим законодательством в апреле 2019 года были внесены изменения, согласно которым глава наркомании была добавлена в группу, по которой можно применять смертную казнь и пожизненное лишение свободы. За всю мою практику, я уже работаю более 20 лет, был вынесен один приговор Сухумским городским судом в отношении группы лиц, где было применено пожизненное лишение свободы. Это каким судьей? Не Чагава, Рустам? Да, это было вынесено ныне покойным, к сожалению, судьей Чагава. Но дело в том, что когда он выносил этот приговор, именно в этот момент и возникла эта коллизия Уголовно-процессуального кодекса и Уголовного кодекса, когда он фактически по Уголовному кодексу имел право вынести это решение, а по Уголовно-процессуальному кодексу нет. И данное решение в порядке кассационного было изменено, и им было назначено реальное лишение свободы. В рамках санкций максимальные сроки были назначены этим лицам. В настоящее время этот пробел был устранен, и уже опять-таки то, что было в апреле, было изменено и в марте прошлого года. Были вновь изменены статьи за ввоз и сбыт, и фактически они стали идентичны. Что ввоз, что сбыт в настоящее время у нас по законодательству абсолютно одинаковая ответственность. Она предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок 15 лет, а при отсутствии смягчающих обстоятельств судья может назначить и пожизненное лишение свободы, и смертную казнь. К сожалению, у нас после введения этого законодательства нету никаких примеров, которые мы могли бы рассказать о том, что кому-то применили пожизненную или смертную казнь, потому что лица, которых задерживают, они не являются организаторами. Это лица, которых наняли для определенных целей, у них, как правило, есть за спиной своя семья, свои дети, и они явно нуждаются в деньгах, им платят за каждую закладку определенную сумму в размере от 500 до 1000 рублей, и наличие вот этих детей, которых они пытаются прокормить, губят наши жизни, губят жизни наших детей, являются смягчающими обстоятельствами. И в отношении этих лиц суд применяет, обоснованно применяет. Спасибо большое. Вот к этим смягчающим обстоятельствам, как вы относитесь, мне интересно, вы практики, как вы относитесь к смягчающим обстоятельствам? Здесь касаемо не было случаев, я чуть возразил бы, что вот было дело Никитина с крупной партией наркотиков. Он был сам организатором, он был сам диспетчером, так сказать. И где этот Никитин теперь? Ему дали 15 лет. Он у нас сидит? Да, он у нас сидит. Да. То есть он и есть сам, именно наркоторговец. Ну а как прокурор прокомментирует это? У Никитина и у его были Сачко были дети, были малолетние дети, которые относятся к смягчающим обстоятельствам. Да. Если бы детей не было, естественно, было бы назначено пожизненное лишение свободы. А вы как относитесь к тому, что есть такие смягчающие обстоятельства? Это законодатель принял, мы не можем обойти это. То есть свое личное мнение не можете высказать, свое отношение? Я могу высказать свое отношение к этому закону безальтернативное наказание, что по-любому должен человек нести ответственность, но надо дифференцированно подходить к каждому лицу, которому мы сегодня судим. Есть лица, которые занесли 1 грамм наркотиков, и мы не можем сказать о том, что этот наркотик будет для распространения, но статья «ввоз» нам не дает возможности даже говорить о том, что это он для кого-то вез или для себя вез. Уже само по себе пересечение границы нам автоматически этого человека приравнивает к преступнику, которому мы должны дать расстрел, пожизненное лишение или 15 лет. Но есть и такие яркие примеры, как вот связанные с крупной партией. Вот Никитин и Сачко, это были не мелкие торговцы, а я могу уже смело говорить, это приговор вступил в законную силу. Это были крупные партии, это люди раскидывали как кукурузу по 20-30 грамм в одной закладке. Чтобы вы понимали, разовая доза составляет 0,03 грамма для среднего человека, поэтому это огромное количество, это связано с сотнями, тысячами доз. Их вот в рамках этого же уголовного дела на территории небольшого заброшенного здания в каждом углу лежало порядка 120 грамм.
То есть в их машинах было обнаружено большое количество наркотиков. В дальнейшем оперативные службы уже с их участием опять-таки находили такие беспрецедентного размера закладки, что просто становилось страшно. Вот в отношении таких лиц, к сожалению, я считаю, что никаких смягчающих обстоятельств не должно быть. Но опять-таки они выполняют якобы какую-то роль. В данном случае действительно ярким организатором был сам. Он приехал и сам организовывал работу. Они купили автомобиль белый. Они ездили в основном в городе Афон Сухумского района и распространяли вот такие большие партии наркотиков. Это были крупные оптовики. И их поимка очень сильно ударила по ихнему бюджету, и, соответственно, огромная партия наркотиков была изъята. Служба госбезопасности, к сожалению, к счастью или к сожалению, я не могу сказать, ловят и девушек, которые перевозят наркотики с сокрытием в детских вещах, в колясках. У нас была в один период поймана беременная женщина, которая несла при себе наркотики, и еще впоследствии в вещах были обнаружены большие партии наркотиков. Это граждане Российской Федерации, которые также с целью либо прокормить себя, либо помочь отдать долги мужа или тому подобное, они приезжают и совершают эти преступления. Как отметила служба безопасности, к сожалению, все уголовные дела, которые раскрыты, они раскрыты по оперативной информации. Профилактических дел я не вижу. Кинологическая служба нам крайне необходима, и на коллегии Генеральной прокуратуры мы сделали практически прямое замечание Государственному таможенному комитету о том, что практически ни одного уголовного дела по их материалам мы не возбудили. Они обещали провести также комплекс мероприятий с целью именно профилактики. Потому что сегодня, если я не поговорю по телефону или мне кто-то не сдаст, я могу в своей машине перевезти все, что угодно. Вы отметили, что вот за сыр, за рыбу – это объемные объекты. Дело в том, что партия в 100 грамм наркотиков, она вместится в ладонь. И человек, у нас много случаев, когда они не только в вещах каких-то, они в себе перевозят, в организме своем. И вы визуально не найдете их, если собака поисковая не обнаружит на ваших следах потожировые какие-то следы. Поэтому профилактика очень важна, и в первую очередь она как превентивная мера, люди будут знать, что вас встретят собаки, и, возможно, побоятся этим заниматься и развернутся и уйдут. Поэтому сейчас это все безнаказанно. А те наказания, о которых мы сейчас говорим, законодательство, русские, когда приезжают, они не знают, какие у нас меры пресечения. Они знают, что за это есть ответственность. Они под камеру оперативных служб рассказывают, как они это все привозят. Вот не дадут соврать коллеги, в основном Санкт-Петербург превалирует в части лабораторий, которые оттуда все это заводится. У нас, слава богу, на территории Абхазии у нас нету, по крайней мере, не выявлена ни одна лаборатория по синтетическим наркотикам. Это все завозится с территории Российской Федерации. И вот такие превентивные меры, они очень сильно помогут нам для того, чтобы снизить показатели. Мы еще продолжим разговор, может быть, именно в таком ключе, но пока я хочу вернуться к Ирме Константиновне. Вот раз мы заговорили о законодательстве, которое учитывает какие-то смягчающие обстоятельства и так далее, а вы вот в своем диспансере сталкиваетесь с молодыми людьми, я даже не представляю, в каком состоянии бывает, что они попадают к вам, и вообще, насколько личность этих ребят, наркоманов со стажем уже деградировалась и так далее. Вот, глядя на них, вот, у вас какое возникает желание? Вот, поддерживаете смягчающие обстоятельства все-таки? Вот, да, вот, Эдуард Федорович говорит о дифференцированном подходе и так далее. Или же вы давно уже эмоционально не реагируете на это? Нет, эмоционально не реагировать невозможно. Но я как врач все-таки, когда сталкиваюсь, я воспринимаю этих людей как больных людей, понимаете? И мне хочется помочь. И моя задача показать правильный путь выздоровления. Не только пациенту, но и большая работа с родственниками проходит, потому что тут это все взаимосвязано, вы понимаете? И, конечно, знаете, тут вот когда мы лечим пациентов, ты не думаешь о том, кто привез, кто разложил, как-то злость на закладчиков, это не распространяется на пациента. Часто бывает, что те, которые занимаются завозом и раскладкой, сами тоже наркозависимые. Но
Но как бы, знаете, мы отстраняемся от другого. Для нас задача помочь человеку и постараться его вернуть в социум. И не было бы этого энтузиазма, все-таки он уже давно угас бы за 20 лет, потому если бы я не видела хорошие результаты, и я не видела бы тех людей, которые просто возродились из пепла, и в 5 лет, 6 лет, 7 лет в ремиссии, и они полноценно вернулись в общество, приносят пользу, воспитывают детей, смотрят своих родителей, работают, и надежные, как говорится, товарищи, и хорошие члены общества, ну, вернулись в это общество здоровыми. И вот, знаете, общаясь с ними регулярно, периодически, вот это дает возможности все-таки верить, что каждый пациент имеет шанс исцелиться. Ну вот есть такая статистика или утверждение экспертов и медиков о том, что 9 из 10 наркоманов неизлечимы. 9 из 10. Вы понимаете, вот на моей практике самые безнадежные пациенты сегодня трезвые и в длительной стойкой ремиссии. То есть я не могу ни на какого сказать, что он безнадежен. Бывало, я так подумала на кого-то, и вот они сегодня в ремиссии. Хорошо, у нас реабилитационного центра нет, и диспансер, который вы возглавляете, и несмотря на то, что делает большую работу, считать его чисто таким даже профилактическим учреждением, наверное, тоже невозможно. А как же они вот так вот вылечились? Как случилось? Потому что лечение переходило из одного этапа в другой. То есть они попадали к нам, это может быть не с первого раза получалось. Потом удавалось мотивировать пациента, продолжить реабилитацию, уговорить родственников, что это имеет смысл, когда они уже сами не верят ни во что, устали и морально, и материально, вы понимаете. И как-то вот складывается все, и он до конца идет. И сегодня у нас есть в Абхазии эти группы анонимных наркоманов и анонимные алкоголики. Они три такие группы в Абхазии, есть в Сухуми, в Гаграх и в Гудаутах, да. И там собирается большое количество ребят. И ежегодно, это так совпадает всегда с Днем медика, у них юбилей их вот этой группы, этого движения. Уже в Абхазии 10 лет у них эта дата. И каждый раз они приглашают нас, сотрудников диспансера, на свою юбилейную встречу. И вот эта встреча один раз в год вместе с ними, когда ты видишь 150 человек, которые собрались там со всей Абхазии, они сегодня трезвые, дает нам моральные, вот эти эмоциональные силы год протянуть еще и работать, и верить, что у каждого есть шанс. Это правда, что девочек все больше и больше вовлекают в наркоупотребление? Если сказать, опять-таки, субъективное ощущение есть, но к вам попадают девочки? Мало очень. Больше консультации. Больше за консультациями, и все-таки это таблетированные формы препаратов. Ну, есть, конечно, и тяжелые наркотики употребляющие, но вот так на стационарном лечении 1-2, вот, ну так вот массово нет. Небольшое количество. А подростков или школьников, старшеклассников много к вам попадает? Нет, вот подростков. Для консультации и так Для далее? консультации больше родственники приходят, которые подозревают. И они, знаете, как родственники, когда приводят подростков, такое есть, обращаются. Они первое, что они хотят сделать, анализы, проверить все. Я всегда говорю родственникам, вы ощущаете, вы понимаете, что ребенок поменялся, он ведет себя не так. Расскажите, когда они рассказывают, как исчезают деньги, поведение, я говорю, не нужно даже делать анализа. Ну, он что-то употребляет. Сейчас, на сегодняшний день, чтобы были возможности у нас в республике, то есть тестово исследовать мочу, мы бы не выявили этих таблеток и наркотиков, которые он употреблял. И у ребенка был бы, ну, как бы преимущество перед родителем. Вот вы видите, я ничего не употребляю. Как бы невозможно было доказать. Вот, вот теперь у вас новое оборудование, да? Да, сейчас вот новое оборудование, и можно будет на самом деле выявить и выяснить, это точно или нет в случае обращаемости. Но все-таки самый основной индикатор – это вот когда родители видят. И чаще всего вот эти вот подозрения, они всегда оправдываются. Вопрос доверия. Очень важно, чтобы люди доверяли милиции. Очень важно, чтобы люди доверяли тем, кто борется с наркотиками, доверяли СКБ, доверяли прокуратуре. И существует такое мнение о том, что всегда кто-то из сотрудников, больших начальников, милиции и так далее, во все времена, что крышует наркоторговцев, наркораспространителей. Это какой-то стереотип, это какой-то миф или это часть какой-то правды? Что вы можете сказать? Ну, это да, сколько я нахожусь в правоохранительных органах, всегда мы
И всегда говорили, что вот кто-то, какой-то мифический большой начальник крышует наркобизнес. Но, к сожалению, ни тогда, когда я работал в СГБ, ни сейчас, когда я работаю в МВД, у меня нет такой информации, которая подтверждала бы данный факт. Но что, на мой взгляд, что я вижу? Мы, в принципе, нам известны все наркоканалы, которые завозят в Абхазию наркотики. Большинство из них, это порядка 80%, это люди, которые не имеют никакого отношения к Абхазии. То есть организатор и лидер, так сказать, этого наркобизнеса находится где-то, скажем, в Петербурге, он может находиться в Ставрополе, здесь недалеко, в Адлере, в Сочи. Он нанимает людей, отправляет, они осуществляют закладки и уезжают в тот же день. Что касается, я разграничил, там 80 и 20%. 20% это в основном наши граждане, которые также, находясь на территории Российской Федерации, занимаются тем же самым. И там небольшой процент там, людей, которые, находясь в Абхазии, занимаются сбытом. Это и объемы не те, и масштабы не те. То есть, что касается крышевания, то как крышевать того наркодельца, который находится на территории России, то есть, вы сами понимаете, это, наверное, невозможно. Тем более мы о них не знаем, мы не знаем, кого они сюда засылают для этих действий. То есть, не знаю, на мой взгляд, это больше мифический такой начальник какой-то большой, да и не те масштабы, скорее всего. Нахар, вы тоже считаете, что крышевание невозможно в ваших структурах, в наших структурах, скажем, да? Да? Исключать мы наверняка ничего не можем, но, как Астамур отметил, за, по крайней мере, мой опыт работы, мы ни разу еще не нашли подтверждения той или иной информации, хотя поступает на самом деле ни для кого не секрет. И дома я могу услышать, и среди друзей, и на фронте работы, да, о том, что вот есть такие личности, наверняка могущественные люди, которые там покрывают всю наркодеятельность в Абхазии или отдельно взятую. Но на самом деле это все как-то звучит голословно, потому что бывали эпизоды, сейчас не буду называть, наверное, ни имен, ни фамилий, наверняка мы, может быть, сейчас каждый воспроизведет эту ситуацию, когда определенных, да, так скажем, известных на страну людей пытались, да, там, как бы говорили о том, что они как-то имеют какое-то либо отношение к наркотикам. Естественно, служба не оставалась в стороне, проверяла эту информацию, но могу заявить, что не находила своего подтверждения. Данного рода мнение, я думаю, вызвано именно вот недоверием. Недоверием, и это недоверие скапливалось, наверное, и имеет за собой несколько причин, несколько почв. Первое, это, наверное, не всегда сотрудники, да, там, за послевоенный период, как бы, где-то вели себя, может быть, не совсем достойно офицерам, да, что позволяло, как бы, в дальнейшем какие-то домыслы у людей вызывать. А также есть специально, когда люди лоббируют какие-то свои интересы именно вот таким вот черным методом, засоряя, так скажем, вводя общество в заблуждение, то есть отводя от себя какие-бы там, вот я не исключаю такое. А так, как Астамур сказал, мы... Я могу даже добавить, я вам скажу с полной ответственностью, если у кого-то есть достоверная информация, и которую мы сможем в дальнейшем перепроверить, то вы смело можете обращаться в СГБ, в МВД. Я вам даю слово, что ни один большой начальник, как люди говорят, не останется безнаказанным. В этом плане у нас нету никаких ограничений, нам никто не мешает. Может, эти люди уже на пенсии. Нет, и когда, может, понимаете, когда наши граждане же... видят, что человек вроде бы не зарабатывает так много, зарплата не очень высокая. Сейчас у всех майнеры. И, скажем, и бизнесом вроде бы тоже вот не занимается и так далее. А вот как-то вот непонятно доходы, но он, как у нас любят говорить, взорванно живет, да? И, конечно, иногда и честных людей тоже могут запачкать, я понимаю, народная молва мы вот может по отношению все, таких лиц, которые попадают в поле зрения общества, так сказать, я изначально, как начал работать в УКОНе, я именно с них и начал проверять информацию.
по отношению тех... Значит, было основание Да, для мы того, тоже чтобы живем в проверять. этом обществе, мы тоже это слышим. Мы начинали проверять, что у одного, что у другого. Нигде я не получил Поймать подтверждающего. трудно. Это очень трудно. Нет, мы Да. же видим наркоканалы, но мы не видим, какое участие к ним этот гражданин имеет. Ну, сейчас понимаете? может не иметь, но он имел вчера. Ну, И может он уже быть, заработал сейчас. большие деньги на, скажем так, Может быть. трагедии молодых людей. Может И, быть. кстати, вот в Скорее всего, прокуратуре тоже... были такие факты, конечно, были, я уверен, но это, наверное, было до нас где-то когда-то. Даур Федорович, вы давно в прокуратуре, правда же? Сколько лет? 2000-х годов. Да, много лет вы работаете в прокуратуре. Вот я слышала разговоры, опять же разговоры, я не могу доказать, обосновать и так далее, но что люди, которые были задержаны, я имею в виду наркоторговцев, наркодилеров, и они были осуждены на большие сроки, где-то через полгода или около полгода, что некоторые из них оказались на свободе. Вы можете отрицать этот факт, эти факты? Дело в том, что ни прокуратура, ни Министерство внутренних дел, ни Служба безопасности не имеет таких полномочий кого-либо освобождать, если на это нет решения суда, либо нет постановления Но парламента. теоретически это могло произойти. Вот Я объясню, по каким причинам Да. это возможно. Существует ряд медицинских процедур, по которым лицо, пройдя свидетельствование и получив заключение комиссии МВД, признается лицом, который не может отбывать наказание ввиду тех или иных причин. Либо это психическое расстройство, либо это физическое расстройство, которое не позволяет. И есть соответствующий перечень, утвержденный Кабинетом министров в 2015 году, болезней, на основании которых при заключении лица, вне зависимости от того, что они совершили, вне зависимости от того, к какому сроку они приговорены. То есть болезнь не выбирает человека, который совершил кражу или который совершил убийство. К ним применяется либо отсрочка исполнения наказания для прохождения лечения, либо они полностью освобождаются. По такой категории попадают, к сожалению, и наркоманы, и сбытчики. Более того, громкие дела, о которых вы говорите, по всем уголовным делам были вынесены обвинительные приговоры. У нас есть ряд, к сожалению, дел, когда за посев самая сложная категория доказывания, потому что ни один здравомыслящий человек, хотя и такие случаи есть, не сажает у себя в огороде наркополя. Он сажает, как правило, на заброшенных участках, и сложно доказывать, если на месте человека не застигли с мотыгой и с лейкой, сложно доказывать о том, что он имеет к этому какое-то отношение. Ведутся оперативные разработки, следят за людьми, и только уже на месте человека ловят. И, к сожалению, ряд случаев, когда вот очень серьезная сложность с понятыми, когда оперативные службы привлекают лиц понятых, у нас много случаев, когда либо по незнанию закона, либо по какой-то оплошности привлекаются лица, не имеющие гражданства. То есть оперативный работник не проверяет у гражданина, является ли он гражданином Абхазии, либо верит ему на слово, что да, я там гражданин Абхазии. А по закону понятым может быть только гражданин Абхазии. И, соответственно, любое доказательство, собранное с этим лицом, оно признается недопустимым. А если у нас нет осмотра, если у нас нет изъятия, оно признается судом сразу недопустимым по ходатайству защиты, у нас не остается и доказательств, если человек прямо не переставая не признается до конца. Но, как правило, эти лица признаются до момента задержания, а в последующем, уже получив юридическую консультацию, выходят на иную тактику, это их право, и меняют свои показания, говорят, что не имеют к этому отношения, мимо проходили, увидели, решили сорвать. То есть они, уже получив юридические знания, они понимают, как избежать более суровой ответственности, перейдя на, предположим, хранение, на попытку. И я вам скажу, что таких дел очень много, возбуждается по особо тяжким большое количество дел, а по факту на выходе с судов эти дела превращаются в хранение, либо уменьшается размер, либо уменьшается квалификация. Более того, у нас есть примеры, когда люди, отсидев 5, 7, 8 лет в местах лишения свободы, обращаются в президиум Верховного суда и также получают смягчающие обстоятельства, снижается наказание, либо полностью разрушается квалификация спустя определенное количество времени, когда мы даже уже забыли об этих людях. Поэтому мифы о том, что прокурор пришел, открыл дверь камеры или МВД пришел, отпустил его, это неправильно. Только по решению парламента, это акт амнистии,
по решению президента это указ о помиловании, и по решению судов может быть освобождено лицо, либо по фактическому отбытию. Это тогда уже МВД применяет. Дыма без огня не бывает. Я сегодня вот абсолютно наивно могу сказать, что да, вы правы, все так и происходит и так далее, но мы все прекрасно понимаем, что пока есть коррупция в той же судебной системе власти, вот факты, о которых говорят, они вполне допустимы, вполне возможны. Вот, поэтому очень важно, чтобы мы, насколько возможно, искренне говорили со своими зрителями, потому что зрители тоже граждане, многие из них сталкиваются с несправедливостью и так далее. И очень часто, кстати говоря, в прокуратуре все годы я сталкивалась с очень нормальными работниками. То же самое и в суде тоже есть такие же работники и так далее, но какая-то часть все равно позволяет то, что не должна себе позволять. Это то, что называется коррупцией, и это потом распространяется и создает такое общественное мнение. Я хочу задать еще вам один вопрос. Вот в вашей работе, в этом противостоянии, скажем, наркораспространению, ведь не только те наркотики, которые поступают из-за рубежа, мы знаем, что здесь растительные наркотики имеют место, и многие выращивали. Я не знаю, сейчас их стало больше, кто выращивает, или их стало меньше, кто выращивает и так далее. Вот скажите, районные милиции, они вообще для вас являются помощью, поддержкой и так далее, либо же вот милиция на местах настолько она в дружбе со всеми, и с блатными, и со смотрящими, и с наркоманами и так далее, что абсолютно прикрывает все дела. Что вы можете сказать? Ну, что касается районных подразделений, не только управлением по незаконному обороту наркотиков, но и местными подразделениями выявляются случаи определенных посадок наркополя. И вот эти все легенды о крышевании высоких начальников, это все рождается именно вот с тем, что вот один корень вдруг находят, а вот наркополе 1000 корней никто не видит, никто не слышит. И тут, когда вот начинают люди писать, у нас сейчас открытая свобода слова, у нас есть анонимные группы в Фейсбуке, в Инстаграме и там в соцсетях, и все легко, смело, прячась за анонимами, могут называть и оскорблять любого человека, а отмыться потом будет крайне сложно. Вот, служба безопасности привела конкретные примеры, я понял прекрасно, о ком идет речь, и тогда вот просто назвать одного человека достаточно для того, чтобы опорочить всю его жизнь на будущее. И вот эти все легенды связаны именно с внутренней наркобизнесом, а именно с сезонным посевом. В каждый огород сотрудника милиции не приставишь, как и каждой свадьбе. Поэтому люди также конспирируются. Они вплоть доходят до таких хитростей, что в середине кукурузного поля сажают. Вы в каждый кукурузник не зайдете. Они выращивают на заброшенных территориях, в кустах. Все же мне представляется, что основная работа по противостоянию наркораспространению сосредоточена вот в вашем управлении, наверное, да, и вот в СГБ, конечно, скорее всего, от районных милиций или подразделений милиции. Ну, есть ли большая помощь, если вы активно об этом не говорите, я сделала вывод, что серьезной поддержки оттуда у вас нет. Как-то критиковать милицию на местах, да, может быть, не совсем профессионально, да, с точки зрения. Но опять-таки я сказал бы, что вот подразделение УКОН, оно сконцентрировано только в центре, да, и не имеет отделений по районам. И поэтому Астамур со своим подразделением наверняка при всем желании, да, даже если весь СГБ ему будет в этом помогать, не охватит всю территорию Абхазии, да, как отмечает представитель прокуратуры, в каждый огород не зайдешь. На местах должны быть значит, сотрудники милиции, которые способны активно проявлять свою деятельность именно в направлении растительности наркотической. Наверняка, может быть, в будущем, если позволит ресурсы МВД, да, открыть, значит, создать подразделения на местах, в районах, которые будут бороться именно с этим видом незаконной деятельности. Ирма Константиновна, к вам попадают наркоманы, которые употребляют тяжелые наркотики, или еще вот те, которые растительные наркотики? Тяжелые наркотики считаются все-таки это метадон, героин, ну, опиаты тоже. А так, если разделение на легкие и тяжелые, то вот марихуана, ну, относится как к легким наркотикам, но это деление поддерживают не все наркологи, но такое существует вообще деление.
К нам в основном наркоманы попадают инъекционные, это те, которые употребляют метадон, либо соли употребляют сейчас синтетические так называемые соли, либо бывают и те, которые употребляют лирику и марихуану тоже, когда с психозами, потом с расстройствами настроения, сна. Вот те, кто употребляет марихуану, в основном это когда развиваются психозы какие-то. Но употребляющие таблетированные формы тоже обращаются, те, кто вот принимают лирику или какие-то другие там таблетки, потому что уже и с этими таблетками плохо, и без них плохо, и не знают, что делать, и потом начинают пробовать добавлять другие наркотики, чтобы отойти от этого, и, в общем, как бывает так у них. Ну, так вот основное, конечно... А вот эти препараты некоторые, вот мы говорим таблетированные, да, вот, которые бывают в аптеке, то есть легально продаются. У нас в Абхазии есть такие препараты вот сейчас, которые вот типа лирики, да, которые продаются по рецепту, без рецепта, или как? Вообще они у нас есть в аптеках, продаются? В аптеках лирику и вот эти препараты так без рецептов у нас не купишь, насколько я знаю, как врач и как от своих пациентов тоже слышу. Они в основном покупают это в Российской Федерации и привозят. Вот. Но опять есть по рецепту у нас можно купить? У нас бывает в аптеках? В аптеках есть препараты эти, но они входят у нас в список наркотических, и поэтому так просто ты их не купишь. Эти препараты для наркоманов так недоступны. Может, рецепт купишь? Нет, сначала? Нет, это сначала рецепт купим, а потом лекарство купим, нет, потому что там, знаете, как списки пациентов, они все учтены. То есть именно в этом плане там все очень строго. Это прям пофамильно, знают всех пациентов, кто получает постоянно. Есть группа инвалидов войны, вот скажем, да, выдает... вот и инвалиду войны или кому-то вот по рецепту продали, там, скажем, 100 таблеток там чего-то, лирики или не знаю чего. Нет, тоже ограниченное количество один раз на руки дается на определенное время, и там маленькое количество. То есть сейчас все очень упорядочено в этом плане. Был период, когда очень большое количество пациентов были официально в списках, которые принимали этот препарат. И ну, это тоже вот 2 года назад уже как-то взялись за это вот до пандемии. Эти списки упорядочили. Вы помните, какая работа серьезная. Их лишили прав. Вот если ты хочешь оставаться, ты должен сдать права, либо ты уходишь из списков, отказываешься от этих веществ. Ну, в общем, как-то это все отрегулировали, и осталось небольшое количество людей, которые официально получают по рецепту эти препараты. Но есть препараты, я просто не хочу рекламировать их названия, которые не в списках наркотических. Но надо их отменить, запретить. Но ими злоупотребляют. А в чьей компетенции решить эту проблему, чтобы запретили или ограничили по рецепту? Это, знаете, как, когда вот социально значимые масштабы это принимает, и тогда уже МВД, совместно Минздрав, и обращаются в парламент, и как лирику взяли. Такая долгая и вписали. канитель получается, да, так быстро эта проблема, к вот сожалению, не решается. Вы доверяете вот этой рецептурной так называемой модели, скажем, выдачи препаратов? Ну, у меня, к сожалению, другая информация. Давайте, вот какая у вас информация? Действительно, в список попали более ограниченное количество лиц. Это факт, да. Но в числе них есть люди, которые, я так скажу, получают рецепты практически в каждой больнице. То есть сегодня в Гаграх, завтра в Гудаутах, ну и так далее, и так далее. Они могут, у них есть свои врачи, знакомые, друзья, родственники, порой это родственники. Им несколько раз выдают рецепты, и они получают, если сейчас по дозам не сложно судить, но, скажем так, если им надо 20 таблеток, они в каждой больнице могут получить еще рецепт по 20, по 20, по 20, и они получают... По нашим правилам они прикреплены по месту прописки. Да, но я вам как могу даже предоставить список, где один человек получил, можно так сказать, баснословную дозу этого препарата. То есть он не может употребить их. У нас есть, мы обращались в Абхазфармацию. У него есть возможность вовлечь в наркоманию. Само собой, он не сможет своих это употребить. Близких, друзей, родственников и так далее. Самостоятельно. То есть ему либо он это раздает знакомым, друзьям, либо и продает. То есть есть и такая информация. То есть проблема это есть. До нас тоже часто доводят, что имеет место быть, вот как отмечает Астамур,
что люди покупают, на самом деле, ну, сказать, каким методом они приобретают эти рецепты, мне сложно говорить, но на самом деле бывает и такое, что люди, даже те, которым не совсем необходим этот препарат, наличествуют рецептом и приобретают, значит, в аптеках эти препараты. И в дальнейшем уже употребляют, может быть, сами, но, скорее всего, раздают. Такое имеет место быть. Сейчас уже в интернете очень многие люди покупают наркотики через интернет. Вот, а вы насколько смогли вот адаптироваться, перестроиться, адаптироваться к этим новым условиям? Вы можете вот с онлайн, скажем так, преступлениями в этой отрасли вообще как-то бороться? Ну, сейчас мы тактику и методику работы сейчас раскрывать, наверняка, здесь не будем со Стабором. Но можете, то есть вы перестроились? Но мы, службы в целом, да, правоохранительная система, она ощущает резкую нехватку, то есть именно для борьбы в этом направлении органы должны быть материально-технически оснащены. К сожалению, на данном этапе, даже, возможно, именно в борьбе с незаконным оборотом, даже не СГБ, скорее всего, МВД было бы неплохо, если бы было бы укомплектовано современными технологиями, позволяющими бороться с, значит, такого рода деятельностью. Опять-таки мы опираемся в основном на оперативные данные, и других эффективных методик по борьбе с незаконным оборотом пока нету. И стоит отметить, что вся сложность состоит в том, что наркодилеры, да, распространители, они начинают, с каждым годом у них улучшается, да, метод их работы, методы конспирации, используют инновационные всякие системы, телеграм-каналы и так далее, и так далее. Сейчас, наверное, не будем здесь обо всем этом говорить. Большие сложности, как бы сталкиваемся с большими сложностями, которые мы преодолеваем чисто вот исходя из имеющихся оперативных данных. В тех странах, которые занимаются этой проблемой, именно в соцсетях, в интернете, так даже у них проблема не меньше, чем у нас, связана с наркотиками. Вот мы до этого говорили, что в сопредельных странах порой, я вам даже скажу, что порой даже хуже, чем у нас. Там в любую школу зайдешь, в любой подъезд зайдешь, номер телефона наркоторговца указан. С прайсом, с ценником, что сколько стоит. Слава богу, мы до этого не дошли, и я думаю, это в том числе благодаря какие-то такие таблетки, к которым прибегают, кстати говоря, вот подростки, школьники. Ну, по слухам, у нас тоже они продаются. Они продаются, нет, возможно. Но я думаю, что мы будем этот вопрос изучать. Продаются, может быть, даже в обычных магазинах, потому что, скорее всего, они не отнесены к таким либо психотропным, либо наркотическим средствам. Поэтому, ну, получается, что догнать время быстро в правовом ключе с помощью законодательства, каких-то табу там и так далее. Ну, понятно, что оперативно сделать это получается не так легко и не так быстро, и, скажем, правоохранительные органы тоже за этим не успевают, и не только правоохранительные органы, но, наверное, законодательный орган тоже не может так быстро реагировать на эту ситуацию. Вот скажите, я вот читала очень такую информацию интересную, не знаю, она интересна в каком плане. Китай есть Китай, понятно, что Абхазия это не Китай, но за год, может быть, 9-й год, но это, по-моему, не принципиально, изъяли 68 тонн, 68 тонн наркотиков. Я понимаю, что у нас другие объемы, но даже те объемы, предполагаю, которые есть, они ужасные, в общем-то, для нас. Вот за этот период времени, вот пока вы работаете, последний год работы, или, может, и чуть раньше еще захватить, скажите, вот а общий объем наркотиков, которые вы конфисковали, изъяли, какого он? Сколько? Если не обобщить все? Да. Не, ну сейчас, к сожалению, у нас таких масштабов нету, как в Китае. Тоннами мы не изымаем. Ну, и не надо, слава богу, что их и нету. У нас и не было бы уже, наверное, всех другие живых, цифры в Абхазии. Были. Ну, что какие? Касается тяжелых наркотиков, это порядка 1,5–2 килограмма. Даже вот когда мы задерживаем курьеров, ну, у них максимально это 50–100 грамм. Это такие масштабы. Основная проблема, которую мы ставим, вот наши возможности противостоять, значит, да, распространению наркотиков. Да. Вот если обобщить, каковы эти возможности сегодня? Ну, опять-таки, я вот
много раз говорил об этом, надеяться только на правоохранительные органы, прокуратуру, СГБ, МВД, что мы раз и навсегда покончим там, это неправда на самом деле. Мы не сможем, мы в лучшем случае, что мы сможем, сдерживать, чтобы не росло, что на улицах, возле школах, чтобы не продавалось, то чтобы как минимум, так если сказать банально, с рук не продавалось. Максимально мы можем сдержать, но снизить это, скорее всего, больше не мы должны этим заниматься, это Минздрав, ну я как понимаю, это здравоохранение, это Министерство образования, культуры. То есть мы должны понимать, что мы должны именно снизить число потребителей. Пока мы имеем определенное количество потребителей, законы рынка гласят, что спрос порождает предложение. Пока есть потребитель, наркотики будут в стране. То есть мы должны сделать все так, чтобы количество наркоманов тоже снизилось. То есть их надо вылечить, кого-то вылечить. Есть в мире много практики, где какие-то программы создаются под них. То есть, я не знаю, здесь чуть-чуть подход надо поменять. Ну, может быть, имеется вы имеете в виду, наверное, комплексный подход. Так обычно подход, говорят. Да, это начиная от детсадов, школ, то есть пропагандировать здоровый образ жизни, что наркотики это зло и так далее, и так далее. То есть здесь чуть надо на упреждение работать. Надо к тому возрасту, когда ребенок, мальчик начинает интересоваться о наркотиках, он уже должен понимать, что наркотики это плохо. Вот, ну, так. Ну, я вот помню. А милиция что? Милиция сделает вот все, что возможно, но даже у нас нет таких больших возможностей. В моем подчинении находится 15 человек. Вот, ну, я не смогу, даже если я очень сильно захочу, днем и ночью, мы и так днем и ночью работаем, но мы не сможем охватить всю страну, мы не сможем, ну, это реально невозможно. Сейчас, чтобы вы понимали, наркотики сейчас перестали, как раньше, это в подъездах продавать. Они в основном в лесу, они рассыпают, делают закладки. И мы не сможем в каждом лесу сотрудника милиции поставить. Ну, это реально невозможно. Все-таки решение проблемы должно лежать в какой плоскости? Вот в комплексном подходе, о котором говорит сейчас Тамур, или вы еще на что-то хотите обратить внимание? Как мы должны с этим злом бороться? Ну, в первую очередь, одним махом, росчерком пера не получится побороть наркотики. С этими огромные страны, с огромными бюджетами, такими как... Только один бюджет на борьбу с наркоманией больше, чем бюджет всей Абхазии. Борются страны. Я считаю, что каждой категории граждан необходимо иметь свой определенный подход. В первую очередь, необходимо начать с семьи. О том, что вот меня, например, как воспитывали, меня воспитывали не только, что наркотики зло, мне даже, что сигареты зло. Я за свою жизнь ни одной сигареты не выкурил. Дело не в том, что это плохо или хорошо, но надо начать с своих детей, с самого себя, подавать им пример. Надо обязательно, чтобы мальчиков, детей, вот именно в основном у нас как превалирует мужское население, да, в наркомании, привлекать детей к спорту. Обязательно о том, чтобы детей отвлечь от мыслей от улицы. Им необходимо заниматься в спортивных кружках, каких-то увлечениях. Что касается больных людей, которые находятся, необходимо разработать ряд мероприятий, по которым их начать лечить. То есть, и самое страшное, что у нас, что я считаю, что необходимо, почему у нас эта наркомания держится, потому что это модно. В определенных кругах дружить с наркоманом это престижно, люди не порицают это зло, у них зачастую среди многих друзей есть наркоманы, среди многих родственников есть наркоманы. Это и одновременно и модно, и стыдно. То есть люди не порицают человека. То есть раньше в советское время бабки у подъезда могли столько вам сказать, когда вы мимо проходили, что легче было обойти стороной улицу. Сейчас люди живут в замкнутой системе с условием, особенно при нынешней изоляции, не стараются не вникать ни в чужие проблемы, у них своих проблем хватает. Поэтому каждой группе людей надо ужесточать законодательство. В первую очередь закрывать максимально превентивные меры профилактические на границах. То есть, чтобы люди понимали, что их могут задержать. Сегодня
любой человек, который не договорился по телефону, либо просто поехал, купил, где-то переехал, никаких проблем привезти килограмм наркотиков не составляет. За год изымаем порядка килограмма-двух, это общий, это не одного человека, это общий совокупный объем наркотиков синтетического. Казалось бы, не так много, но я уверен, что потребляется в десятки раз больше. То есть это 0,3 грамма, о которых я говорю, это разовые дозы. То есть это человек, который не привык, а люди, которые привыкают к этому, они потребляют гораздо больше, в зависимости от веса, от опыта. Поэтому к этому надо подойти с разными службами и в первую очередь разрушить миф о том, что это модно. Во-вторых, закрыть дорогу наркоманам во всем. В первую очередь лишать их водительских прав. Вот пока не вылечится, чтобы не было возможности трудоустроиться в каких-то государственных учреждениях, лишать их водительских прав. Сделать максимальные препятствия, чтобы он сам понимал, что я как наркоман не нужен этому обществу. Пока я не вылечусь, пока я не пройду реабилитацию, я никому не нужен. В том числе и сделать это в первую очередь с подрастающего поколения. Многих мы уже упустили, и взрослых людей, которые уже 10-15 лет, вы не переубедите ни в чем, организм не позволит им преодолеть эти ломки. Но со временем, это займет пусть 10, пусть 15 лет это займет, но мы должны вырастить то поколение, которое будет говорить наркотикам нет. Я абсолютно солидарен с тем, что говорил Астамур, Даур. На самом деле, что представляет собой, да, вот мы говорим борьба с незаконным оборотом наркотиков. Незаконный оборот наркотиков не существует сам по себе, да, есть потребители, которые покупают этот наркотик. Ну да, спрос. И МВД, СГБ, прокуратура, да, они не способны самостоятельно, да, применять весь спектр превентивных мер, профилактику. Поэтому необходимо завлекать в эти процессы Министерство здравоохранения, Министерство культуры, чтобы они также проводили часть работы. Потому что мы, если говорить о наркопотребителях, да, не давая возможности им пройти соответствующее лечение, мы их посадим, через некоторое время они выйдут, они вернутся опять к тому, что они будут употреблять. Поэтому нужна в этом формате альтернатива. Потом можно будет уже думать о том, какие изменения вносить в законодательство. Уже на базе того, что мы можем предоставить человеку принудительное лечение. Или же добровольное лечение. Разницы нет. Но сегодня в Абхазии отсутствуют, так сказать, профессиональные центры, где можно было бы лечить наркозависимых. Наверняка в диспансере проходят определенные курсы лечения, но сегодня я думаю, что это диспансер не сможет комплексного охватить, подхода комплексного в этой подхода. Политике, да, вот... Да. Есть большой шанс, что человек возвращается обратно к той, значит, стадии, когда он употреблял. Поэтому нужно привлекать специалистов, создавать эти центры, их финансировать, и затем уже можно будет уже говорить о том, что какие-то изменения вносить и в законодательство. В 2007 году парламент выдал очень серьезное постановление, и я иногда, как к классическому документу, возвращаюсь к этому постановлению. Там, в принципе, расписано очень много мероприятий, которые можно назвать комплексным подходом к проблеме. Да, но это осталось вот на бумаге, и, может быть, на самом деле нам надо к этому вернуться вот еще раз. Ирина Константиновна, чтобы вы немножко вот обобщили и, может быть, обратили бы внимание вот на что. Всегда перечисляются общие какие-то причины, которые приводят молодых людей в сети вот этой страшной болезни, да, вот наркотической, ну, наркомании. Ну, может, у нас есть еще свои какие-то особенности, причины здесь, вот в Абхазии, в ситуации, может, они заложены, которые вот как-то, ну, я не знаю, как бы форсируют этот процесс вовлечения молодежи в наркоупотребление. Никакой центр и никакая крутая клиника не решит эту проблему, если это не будет комплексного подхода. Потом, вы понимаете, что все должно начинаться, я вот думаю, почему наркомания модная, вдруг сказали. А я считаю, что первое, почему она стала вдруг модной, потому что во многих структурах
люди сидят и работают, и все знают, что они наркозависимые. И в тех же силовых структурах, и в разных организациях сидят люди, учат других, как надо жить и как себя вести, а они сами зависимы. И это все знают, потому это стало модным. Первое, с чего надо начинать, клинику строить никому не помешает, но вы понимаете, реабилитационный центр, на сколько человек вы должны построить? На 3000 человек? Такого центра нету нигде, 3000-го в мире реабилитационного. Нужно начинать с того, что вот все поэтапно. А люди наркозависимые должны лечиться, и если они реабилитируются и будут в ремиссии 3-5 лет, они имеют право вернуться к обычной деятельности своей, профессиональной, но если он сегодня зависимый человек, он не должен работать в государственных учреждениях, я считаю. Вот. И это не я считаю, это вообще так, ну, как бы считается во всем мире. А потом комплексный подход, абсолютно правильно сказал Даур Федорович, нужен комплексный подход. Альтернатива нужна молодежи. Спортивные площадки, секции, спорт, культура. Вот это все, это и есть профилактика наркомании. Не лекции, которые мы будем читать. Это хорошо, вот сказал Даур Федорович, что ему сказали, что курение вредно, он послушался, и он никогда не курил ни одну сигарету. Но таких это единицы. Большинство практически не напугаешь этим. И знаете, что я не знаю, какая была бы я, если в моем классе, где я училась, вот нас было 30 человек, если бы 15 было бы наркоманов или ну, что-то пробующих, а может быть, и я попробовала бы. Когда тебя окружает большинство, и ты подросток, у тебя нет опыта, у тебя нет еще страха никакого в жизни, ты не боишься ни смерти, ни болезни, подростки не боятся, и вокруг тебя большинство употребляющих, и ты попробуешь. Просто, может, тебе повезет, и ты не попробуешь тот наркотик, который как пазл лег в твою психику, понимаете, он прям сразу тебе понравился. А если не повезло и сразу понравилось, ты тоже попадешься в эти сети. Вы понимаете, подход нужен комплексный. И тут я не могу... Задача каждого ведомства делать свою работу. Врачей лечить, помогать пациентам, быть как можно дольше в ремиссии, и дальше уже все остальные структуры. Все эти годы мы наблюдаем за тем, что наркоманы и не самые культурные наркоманы, и агрессивные наркоманы пребывали на различных должностях и так далее. И молодежь это видит и думает, если он может работать в госструктурах, почему я не могу работать и прочее. И мы прекрасно понимаем, что зачастую наши избиратели очень даже активны, прекрасно голосуют на выборах в Народное собрание, в парламент за наркоманов. А если, извините меня, в парламенте, в законодательном органе власти постоянно, значит, которые, ну, бывает в эфире, на экране, там сейчас конкретно никого я не имею в виду, потому что у меня нет вот доказательств, хотя... Но общей информации много у нас все. Ну, ребята вот тоже молодые думают, наркоманы. Но этот сидит там, почему я не пойду? И вот воспроизводим то, что мы сейчас имеем в двукратном, трехкратном размере, потом жалуемся на качество работы там, органов власти и парламента, не только парламента, и других структур власти, и других ветвей власти. И вот живем вот в таких проблемах и оказываемся даже, можно сказать, в определенном тупике, в котором мы сами себя загоняем. И завершая нашу передачу, еще раз возвращаюсь к тому, с чего я начинала. Хочу сказать, что по информации научной 9 из 10 наркоманов неизлечимы. Многие наркоманы едва доживают до 40 лет. Удивительно, что даже вот такая суровая статистика не пугает нашу молодежь, и все больше и больше молодежи вовлекается в наркоманию, в наркоупотребление. Тем не менее, мы не можем падать духом, мы должны работать, и вообще долг нашего поколения, взрослого поколения, это спасти нашу молодежь от этой наркотической, как ее называют, чумы. Я желаю всем, кто слушает нас, особенно молодому поколению, чтобы они все-таки выбрали долгую и здоровую жизнь, а не 40-летний возраст, вот скажем, да, вот предельный. Тем, кто вместе со мной сегодня разбирался в этой проблеме, спасибо большое, до свидания. Спасибо.